Мы не предали свою страну, наша страна предала нас. Наша страна развязала войну без нас, наша страна не дает нам высказываться. Мы прилетели 5 дней назад, и можно было, мы чувствовали очень сильную панику и тревогу, и выбирали, куда полететь, и можно было бы улететь, например, в Турцию или в Армению, но мне было спокойнее ехать в этот регион, потому что мне и так он давно интересен, Центральная и Средняя Азия, и вот были прямые билеты, и мы приняли решение, что все. Летим в Кыргызстан. Мы сейчас живем в одном из гостевых домов Оша. Я прилетела со своей маленькой дочкой. Ей сейчас почти 7. И я очень волновалась за нее прежде всего. Чувствовала себя очень небезопасно. И вот сегодня ночью прилетел мой муж. У нас постоянно задерживают тех, кто выходит на митинги, пикеты, проводят обыски, закрыли все независимые медиа. И в Кыргызстане я себя чувствую спокойно, как минимум, потому что можно выдохнуть, потому что там мы чувствовали очень много тревоги, как люди, которые тоже высказывались против войны. И у ряда наших друзей провели обыски, вырезали двери. И те наши друзья, которые приезжают сюда, говорят, что как минимум они могут просто поспать спокойно. Некоторые люди получили штрафы, некоторые люди получили 5, 10, 14 суток, кто-то получил 29 суток. Все какие-то политические инициативы вычищены и уничтожены. Вот, поэтому в России безумно страшно находиться. Да, сейчас появилось очень много инициатив, как можно помогать людям, которые уехали из Украины. Важно знать о том, что особенно тем, кто говорит, вообще Россия молодец, да, там, что из Украины убежало 2 миллиона человек за последние 12 дней. Это невероятный кризис, который считают одним из самых мощных кризисов со времен Второй мировой, да, по этому мигрантским передвижениям. И это огромное, на самом деле, преступление против людей, которые должны были покинуть свои дома, против тех людей, чьи близкие погибли. И мне хочется... Я уже нашла много контактов, инициатив, которые занимаются помощью тем, кто бежал. И я хочу делать это, потому что это мне дает хоть какое-то облегчение, что я могу как-то помочь людям своим временем и своими координационными усилиями. Я прошу сейчас других людей сопереживать Украине и поддерживать ее, насколько это возможно, потому что Украине эта поддержка очень нужна. И в то же время помнить, что Россия не равно Путин, и огромное количество людей не согласны с действиями правительства, и россиянин не равно оккупант или агрессор, что многие из нас стараются как могут, чтобы выразить свою точку зрения.